Летний отдых в лагере – одно из ярких воспоминаний детства. Здесь и танцы, и песни, а также различные творческие мероприятия, где любой желающий может даже научиться писать стихи. Дети – это солнце в пасмурных мотивах, целый мир гипотез, радостных наук. Детские спортивные площадки со всем инвентарем, футбол на свежем воздухе, летний отдых ребят в лагере Комарова полон разнообразных игр. Пока одни ребята ломают голову, как обыграть своего оппонента в шашках, другие мечтают забить заветный гол в ворота соперников. Но когда в команде противника опытный вратарь, сделать это не так просто. Футбол – одна из любимых игр для Мухаммада Цычоева, ну а лагерь Комарова – привычное место отдыха. Приезжает он сюда уже 4-й раз. Здесь всегда что-то новое, новые игры. Каждый день после обеда желательно играем в волейбол, баскетбол, футбол. Питание очень вкусное у нас тоже. Относится к нам тоже очень хорошо, с пониманием. Сейчас в лагере Комарова во вторую смену отдыхает 170 детей. Всего за 3 летних месяца веселый и активный досуг за пределами интернета ждет более 500 ребят. Для этого руководство и педсостав подготовило для них интересную и насыщенную программу. Уже конец смены, но тем не менее дети домой не спешат, потому что им здесь очень весело, отдыхается хорошо. В этом году мы подключили к организации детского отдыха студентов Республиканского нашего государственного университета. Они проходят практику в нашем учреждении, а также задействованы педагоги и работники культуры. Поэтому наша программа содержательная. Мы корректируем с учетом необходимости. Дают в лагере и волю креативности и творчеству ребенка. Пока одни рисуют и раскрашивают любимых героев мультиков и комиксов, другие учатся делать поделки из бисера. Мы тут учимся вышивать, рисуем, играем. А что ты сейчас делаешь? Я вышиваю сердечко из красного бисера. Получается у тебя? Да. А нравится тебе из бисера вышивать? Очень. Здесь очень интересно, здесь можно общаться с людьми, здесь много интересных людей, здесь хорошие преподаватели, которые помогают с чем-то. Здесь можно также и рисовать, и раскрашивать. Здесь много вещей для этого. Есть в лагере свой небольшой читальный уголок. Марина Болгучева, одна из практиканток, каждый день пополняет его новыми и интересными книгами. Так, охотно читают, интересными читают даже. Бывает интересно им читать. Они сами даже ко мне подходят, говорят, читайте нам книги разные. Они сами, вот так вот бывает у нас. Разные увлечения у нас бывают. Разные сказки бывают, разные стихи у нас бывают. У нас бывают даже игры, у нас бывают, например, у нас такая игра была один раз. Вот один читает, а другой отгадывает, как он читает. Потом другой читает, а другой отгадывает, какой автор почитал. И вот так у нас были игры разные. После активного отдыха ребята не прочь подкрепиться. Сегодня на обед у них борщ, котлеты и салат. Кормит их 5 раз в день. Меню не только разнообразное, но и полезное. Работает, значит, у нас диетолог. Все наши блюда, значит, также согласованы с Роспотребнадзором. Дети получают необходимый набор витаминов. И в этом плане у нас никаких жалоб и вопросов не возникало никогда. От ран и ушибов не застрахован ни один ребенок. На этот случай в лагере предусмотрен свой медпункт. Необходимые медикаменты при отравлении и плохом самочувствии здесь в наличии. Здесь у нас и антибиотики есть на случай, если вдруг там у ребенка температура поднимется или что-то, чтобы оказать ему первую помощь. Противоаллергические препараты, потому что часто бывает укус комаров. Вот. И мази у нас есть, и противоаллергические таблетки у нас есть. Все это у нас есть в большом количестве. Вторая смена уже скоро подойдет к концу. Эти дети разъедутся, и здесь будут отдыхать 170 ребят из Назрани и Назрановского района. И, как надеются воспитатели лагеря, это место станет для них одним из незабываемых и веселых воспоминаний лета. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.